Так, доброе утро. Присаживаемся, коллеги. Они не привыкли сидеть на месте. В последние 4 года только и делали, что тренировались и соревновались с сильнейшими командами страны. Сегодня день особый. Самое главное, у нас есть уверенность, что мы можем всех победить. Не только кубок. Это тоже получить вот такое внутреннее свое состояние, способность бороться со всеми на равных. Это вот очень важное качество. И вы это показали. Стрела идет вперед! Этот матч уже вписал имя Стрелы в историю российского регби, когда на глазах 11 тысяч зрителей команда, половину игры проведя в меньшинстве, разгромила соперника со счетом 23-12. Первый трофей в истории казанского регби! И теперь вот как будто мы сняли комплекс этого младшего брата. Тут даже в соцсетях после игры был мем: «Стрела, добро пожаловать в семью», там логотип Акбарса, Рубина, да, то есть. Раис Республики отмечает победа, итог планомерной работы всего коллектива: игроков, тренеров, руководства, Федерации регби, спонсоров. Постепенно идти к этому, совершенствоваться, играть и доказывать, что мы должны быть чемпионами. Команда вручила Рустаму Минниханову чемпионскую медаль и регбийный мяч. Слово берет главный тренер Стрелы Джей Пи Нил. Он вспоминает, как все начиналось 4 года назад. Хотя регби в республике 55 лет, команду собирали заново и чуть не распустили в пандемию. Лишь благодаря личной помощи Раиса и премьер-министра Стрела продолжила путь к цели. С того времени на их базе все условия для побед. Все создано, все отлично. Ну, все сделано, чтобы команда побеждала. Теперь, когда у команды есть такой кубок, они думают об имени, прочно ассоциирующемся с республикой. Предложение озвучили Раису. И было бы здорово, если бы вы разрешили, чтобы наша команда тоже стала носить название Акбарс. Рустам Минниханов выразил уверенность, татарстанские регбисты будут и дальше радовать республику убедительными победами. Рамиль Шайдулин, Владислав Поташников, ТНВ, Казань.